принято решение о проведении специальной военной операции. Смотрите, смотрите, ребята, боже, смотрите, атакуют, видите, да? Утром разбудила Татьяна, с которой мы жили в одной квартире, и сказала, что Путин объявил войну Украине. Нам не нужна война, ни холодная, ни горячая. В первые дни войны вот здесь вот повсюду стояли матрасы, вот тут, там. Здесь люди жили, здесь люди ночевали. Я жил в этом доме напротив, на первом этаже. И с началом войны сюда прорвалась русская диверсионная группа. Где закопаны жители, в каком дворе. Мой отец считает, что идет спецоперация и все хорошо. Нужно просто не высовываться и не стрелять в русских солдат. Необычно слышать сам звук первый день тревоги, воздушной, и видеть, как люди покидают свои квартиры, идут прятаться в метро. Вот такие противотанковые ежи, блокпосты. Сейчас это по всему Киеву. Активизмом я начал заниматься в 2015 году, и когда в Беларуси случилось восстание в 2020 году, в августе, я тоже не остался в стороне. Был активистом правозащитного движения, членом Координационного совета. На марше памяти Бондаренко был задержан и получил 15 суток. После того, как я вышел, начал получать прямые угрозы уголовного преследования. Поэтому в декабре 2020 года я вынужден был уехать. И так, 5 января 2021 года я приехал сюда, в Украину. 24 февраля 5:30 утра я был в этой квартире, я спал, ко мне забегает мой сосед по квартире и говорит: «Максим, просыпайся, нас бомбят!» На этой квартире был сборочный пункт, куда съезжали все наши друзья-белорусы. Они приехали сразу с вещами, то есть они просто здесь вот, скажем так, зачекинились и поехали в сторону польской границы. Нас здесь осталось 3, а через час нас осталось 2. Сосед Саша, который ушел в итоге в белорусский батальон, то есть и я, который остался на волонтерстве. И я поехал в Ивано-Франковск, куда пришел бар Томпсон. Почти все заведения в Франковске не работали, а те, которые работали, не работали на нужды фронта. Там я помогал готовить еду, то есть чистил картошку, морковку, лук, чеснок. Готовили после этого все на кухне, то есть отдельные люди. И потом уже готовую еду мы раскладывали по ланчбоксам, запаковывали в термопакеты и отправляли тем, кто заказывал. С Красного Креста, с территориальной обороны, с ВСУ. В первый день войны, как только мы узнали то, что Украину бомбят, мы сразу пошли в магазин, купили запас лука, картошки, морковки, сыров, колбас, фасоли, чего только нет. Сейчас вернулся из Ивано-Франковска, и, как можно видеть, мой холодильник пустой. И на самом деле сейчас даже нет необходимости что-то покупать, потому что Киевская область деоккупирована, в магазинах все есть, очередей особо нету, нет никакой необходимости в запасах. Это подземный паркинг, где люди прятались и прячутся в случае воздушной тревоги. Сейчас в Киеве поспокойнее, соответственно, людей здесь нет. Здесь достаточно безопасно. В первые дни войны вот здесь вот повсюду стояли матрасы. Вот тут, там. Здесь люди жили, здесь люди ночевали. Марта, мне красивую фоточку сделаешь. Бате своему отправлю. Абсолютно большинство моих друзей, знакомых очень переживают по поводу того, что я нахожусь в Украине, то, что здесь идет война, то, что я могу умереть. Предлагали уехать мне из страны вообще. Мой отец считает, что идет спецоперация и все хорошо. Нужно просто не высовываться и не стрелять в русских солдат.
После событий 2020 года я просто открыто выражала свою гражданскую позицию, поскольку была не согласна с тем насилием, которое происходит в стране. Стала принимать участие в акциях протеста, писала в соцсетях. Спустя некоторое время мне предложили в независимом издании «Лидер Пресс» вести свою авторскую колонку, но там вышло буквально несколько выпусков, и редакция вынуждена была закрыться, так как к ней тоже пришли с обыском. Я продолжала писать в своих социальных сетях. В мае 21-го ко мне домой пришли сотрудники милиции. Дома меня не было. У меня не было никаких других виз. И поскольку с Украиной был безвизовый режим, это была единственная страна, по факту, в которую можно было на тот момент выехать. Выезжать нужно было буквально срочно. Сначала я приехала в Киев, где меня приютила такая же политическая белоруска, которая снимала дом в Киеве для политических беженцев. И я пробыла месяц в этом доме. Мы ходили на акции солидарности с политзаключенными. Первое время до войны я просто пыталась как-то адаптироваться после стресса, который случился из-за того, что мне пришлось экстренно покинуть Беларусь. Потому что ты попадаешь в другую страну, у тебя рвутся связи, рвется твоя привычная жизнь, которая у тебя до этого была, и, соответственно, нужен какой-то период времени, чтобы к этому адаптироваться. Смотрите, смотрите, ребята, боже, смотрите, атакуют, видите, да? Утром разбудила Татьяна, с которой мы жили в одной квартире, и сказала, что Путин объявил войну Украине. Но у меня не было мысли изначально уехать. У меня в паспорте стоит польская гуманитарная виза, и я спокойно могла выехать, выбравшись даже до Киева в начале марта. Но я приняла решение, что нужно остаться и помочь как бы по возможности. Мы находимся в Буче, возле разрушенного места после прилета. Я называю это прилет русского мира в Украину, потому что если люди хотят видеть, как выглядит русский мир в Украине или любым абсолютно там словом, которым они называют эту войну, то он выглядит вот так вот, как это здание. В Буче таких зданий было очень много по улице Вокзальной. Были люди, которые, к сожалению, погибли под завалами. К нашей радости тут все довольно оперативно быстро убирается, и жители местно и администрация, они стараются сделать так, чтобы Буча как можно быстрее вернулась в тот вид, в котором она была первоначально перед войной. 28 июня в Буче проходило награждение местных, которые прикладывали свои усилия для того, чтобы помочь по возможности. И мне тоже как бы вручил местный голова подяку за деятельность, которой я тут занималась. На начало войны я пошла в колл-центр в Раду. После деоккупации я вернулась опять же в колл-центр, но из-за отсутствия связи это уже было живое общение с людьми. Каждый день пытались по максимуму первую неделю опросить местных жителей, зафиксировать все, что они нам рассказывают. А рассказывали люди, конечно, разные самые вещи. Там от информации, где закопаны жители, в каком дворе, например. Когда я получила эту грамоту, было немножко такое двоякое чувство, во-первых, потому что мне ее вручали на День Конституции Украины, это первое. А второе, что сидя в этом зале, во Дворце культуры, я просто подумала о том, что это какой-то сюрреализм, потому что в Беларуси Конституция не работает, а в Украине я на День Конституции получаю грамоту за волонтерскую деятельность. Церемония прошла довольно-таки, скажем так, не в радостных каких-то настроениях. Она началась с минуты молчания, закончилась словами о том, что люди в такие моменты должны быть объединены и должны друг другу помогать, потому что это много что вообще делает, когда люди друг другу просто помогают. Не потому что они обязаны так делать, а потому что они так хотят.
Вот это наше старое место. Тут еще до войны собирались белорусы Украины на Майдане. И вот здесь вот все было в наших земляках. Теперь никого не осталось. Здесь каждое воскресенье, каждые выходные, ну а иногда и среди недели проводились наши акции. Там иногда устраивали наши фотоэкспозиции. И здесь, около стелы, тоже была раньше фотоэкспозиция белорусов протеста 2020 года. Я являюсь членом партии БНФ, ну, которую сейчас, по сути, разгромило правительство Лукашенко. Но в 2020 году я был независимым наблюдателем на выборах. На следующий день после выборов, 10 числа, меня уже похитили сотрудники МВД прямо из дома. Вытянули, в чем я был, там, в шортах, в тапочках. Также я участвовал в забастовке. Ну и за это участие меня уволили с работы. Я вынужден был другую работу искать. Летом 2021 года на меня было заведено уголовное дело. И после этого у меня прошел ряд обысков. Ну, сначала я не придал значения этому, потому что я не чувствовал за собой вины, я не украл, никого не убил, я не преступник. Ко мне пришли сотрудники белорусского КГБ с обыском, и они сказали, что ведется якобы у них дело по расследованию преступлений, связанных с терроризмом. И я могу вполне подойти под эту статью. Поэтому вынужден был покинуть свою страну. Некоторое время я скрывался на территории РБ, потом ушел в Украину. Так как у меня при обысках были изъяты все документы, личные вещи, одежда, обувь, электроника, изъяли даже очки, в которых я не хожу, просто читаю, то уходил я налегке. И выбора большого, куда идти, у меня не было. Я границу переходил нелегально. Я жил в этом доме напротив, на первом этаже. И с началом войны сюда прорвалась русская диверсионная группа. Вон там на повороте остановили их машину, подбили. И в ходе перестрелки несколько человек, диверсантов, пытались скрыться по этой дороге. Их тут уничтожили. А разбитая, сгоревшая машина еще долго стояла в том месте. Я жил в этом доме с осени и до лета этого года. Была большая квартира, и многие наши белорусы приходили, мы всегда с радостью встречали гостей. Была задумка установить день белорусского языка, чтобы мы не разговаривали по-российски, а говорили народной мовой. У всех был отклик, все были за. Там постоянно у нас были чай, кофе, постоянные посиделки наших белорусов, разговоры. Но теперь это все исчезло. С начала военных действий мы решили помочь этой стране и добровольно хотели вступить в их тероборону, записаться там в ополчение или там другие военные сделанные формирования. Я попытался, мне отказали. У них вызвало смущение то, что я белорус. Но уезжать я из Украины не захотел, потому что мне не удалось попасть в их тероборонное ополчение, но я могу помочь этой стране как-то по-другому. Я работал вместе с волонтерами, так как сейчас у них очень много мужчин призвали в армию, спрос на рабочей специальности остался. И поэтому я работаю своим трудом, приношу пользу этой стране. Прожив здесь 1,5 года, у меня появились українські знайомі, друзі. Я почав вивчати українську мову, и это действительно страна стала для меня домом. Как белорус я чувствую свою 100% причастность к тому, что сейчас здесь происходит в стране. Я мог бы уехать, но нет, я не мог бы уехать просто потому, что как бы мою страну сейчас бомбят. Точно так же, как в 2020 году закидывали гранатами людей, только здесь прилетают ракеты.
Я планирую подать документы на ВНЖ по волонтерству, планирую помочь, насколько я могу это делать здесь. Я все равно хожу тут, делаю там по запросу там администрации то, то это, то пятое, то десятое. Поэтому я как бы планирую тут остаться и никуда отсюда не ехать. Чего, например, я хочу, это чтобы война закончилась здесь и чтобы белорусы, которые хотят вернуться домой, вернулись домой в ту страну, за которую они начали бороться в 2020-м и продолжают бороться до сих пор. Но я не знаю, как долго будет этот самозванец у власти. Но, возможно, сюда просто будем уже после нашей победы приезжать, чтобы вспомнить, как собирались. Потому что не думаю, что он так долго будет находиться во главе РБ. На штыках можно прийти к власти, но сидеть на них долго нельзя.